Прежде чем приступить к главному вопросу, мы хотели бы рассказать немного о предыстории возникновения идеи Крымско-Татарского народного фронта. Всем известно, что в 2010 году, в конце 2010 года, Мустафа Джемилев группой подотчетных ему организаций был выдвинут на соискание Нобелевской премии мира. Где-то в конце лета, в начале осени 2011 года группа ветеранов национального движения, имеющих 30-40-летний стаж борьбы за права народа и не понаслышке знающих о заслугах Мустафы Джемилева в национальном движении, обратились в Нобелевский комитет с просьбой не присуждать Нобелевскую премию Мустафе Джемилеву, а присудить ее всему институту национального движения крымских татар. Это обращение подписали 20 ветеранов. После того, как Нобелевский комитет принял обращение ветеранов, 18 октября 2011 года ветераны национального движения обратились с открытым обращением к Мустафе Джемилеву и Рифату Чубарову. В их обращении содержался призыв к лидерам Меджлиса организовать на телевидении прямой эфир с включенными телефонами для возможных звонков с мест. На этом прямом эфире должны были обсуждаться самые важные и наболевшие вопросы крымско-татарского народа, а также Мустафа Джемилев и Рифат Чубаров должны были ответить на обвинения, которые ветераны национального движения выдвинули в их адрес. Обвинения были очень тяжелые, а именно отход от главных требований наказа народа, определение правового статуса крымско-татарского народа в независимой Украине, присваивание одному Джемилеву всех достижений национального движения крымских татар, узурпация права говорить и принимать от имени народа решения, не советуясь с народом, неисполнение решений Курултая, касающихся правового, экономического и социального развития крымско-татарского народа, расхищение бюджетных средств и гуманитарной помощи, направляемых Украиной и иностранными спонсорами на развитие и обустройство крымско-татарского народа. По истечении 2 недель после обращения ветеранов никаких действий со стороны Меджлиса не последовало. Более того, руководителями Меджлиса была организована открытая травля ветеранов, осмелившихся выступить с подобными обвинениями. Была создана пресс-конференция, где их заклеймили как фашистов, назвали собаками, назвали раскольниками. Это был единственный ответ, который ветераны получили от Джемилева и Чубарова. В то же время в обращении ветеранов было сказано, что если в течение определенного срока этот эфир не состоится и ответов на их обвинения не будет получено, это будет означать автоматическое признание Мустафой Джемилевым и Рифатом Чубаровым всех выдвинутых против них обвинений. Так и не дождавшись ответа, 8 ноября 2011 года ветераны национального движения лишили Мустафу Джемилева и Рифата Чубарова права представлять крымско-татарский народ и говорить от имени крымско-татарского народа на всех уровнях. Этот документ подписали 28 ветеранов. Тем не менее, Мустафа Джемилев и Рифат Чубаров вновь проигнорировали решение ветеранов, продолжили их травлю и продолжили выступать и говорить и принимать решения якобы от имени крымско-татарского народа, уже не имея на это прав. 21 ноября 2011 года в Симферополе состоялся митинг нескольких общественных организаций, выступивших в поддержку заявления ветеранов об импичменте Мустафе Джемилеву и Рифату Чубарову. На этом митинге была принята резолюция, в которой говорилось о том, что мы поддерживаем требования ветеранов, мы требуем от правительства Украины и всех партий, от имени которых Мустафа Джемилев и Рифат Чубаров занимают депутатские кресла, лишить их депутатских мандатов и отозвать их со всех занимаемых должностей. Эта резолюция была принята на митинге, направлена во все инстанции Украины, начиная от президента и заканчивая крымскими властями. Одним из пунктов резолюции митинга от 21 ноября было обращение к ветеранам национального движения создать высший орган народного доверия – собрание ветеранов. Пойдя навстречу этой резолюции,
3 декабря 2011 года ветераны национального движения собрались и объявили о создании постоянно действующего собрания ветеранов национального движения, которое взяло в свои руки представление интересов крымско-татарского народа в Украине. Это обращение, принятое на этом собрании, содержало 2 пункта. К правительству Украины требование до 18 мая 2012 года разработать, принять и опубликовать Закон Украины о восстановлении прав и реабилитации крымско-татарского народа. И к крымско-татарскому народу 18 мая 2012 года собрать на центральной площади города Симферополя чрезвычайное общенародное собрание крымско-татарского народа с нормой представительства 1 человек от каждой крымско-татарской семьи. Это собрание должно решить, что делать и как дальше действовать крымско-татарскому народу с учетом ситуации, которая сложится на 18 мая 2012 года. Это обращение подписало 34 ветерана национального движения. Ветераны, которые создали постоянно действующее собрание ветеранов, не были никому неизвестными людьми. Их имена во времена депортации знал практически каждый крымский татарин. Это люди, которые начинали борьбу за права народа в 50-е годы, во времена страшного тоталитарного режима, когда все это каралось заключениями, а иногда даже и смертью в психиатрических больницах и так далее. Но их подвиг здесь, в Крыму, на исторической родине, был не то чтобы незаслуженно забыт, а созданы такие условия, чтобы никто о них не знал, никто о них не говорил, никто их не вспоминал. Все это было организовано Мустафой Джемилевым и Рифатом Чубаровым для того, чтобы присвоить себе все достижения национального движения крымских татар. Сегодня мы постарались собрать на этой сцене истинных патриотов, истинных ветеранов национального движения, благодаря подвигу которых, благодаря беззаветной борьбе которых за права нашего народа, мы сегодня находимся в Крыму. Конечно, не все смогли приехать, у кого-то здоровье, у кого-то нет средств, кто-то просто находится в отъезде, но тех, кого мы смогли собрать, они находятся здесь, на этой сцене, и мы хотим представить их всех, каждого поименно, чтобы мы, теперешнее поколение, живущее в Крыму, знало своих героев, знало, кого мы должны благодарить за счастье жить в Крыму, и знали, на кого нам равняться в наших будущих делах.